Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Sayın Bakanım hoş geldiniz. Atayurdumuzda sizleri görmek çok mutlu etti bizi. Çünkü siz dostluk köprüsünü bağlayan bir kurumsunuz ve ülkelerimizi birbirine bağlıyorsunuz. Mersin'in Вице-министр транспорта и инфраструктуры Турции Селим Дурсун в своем интервью о телепередаче «Мосдружбы» сказал следующее. В нынешних условиях нам следует углубить экономическое сотрудничество. В частности, необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения товарооборота между нашими странами, и здесь, я считаю, особую роль играют инвестиционные проекты. Для поощрения взаимного инвестирования должны быть разработаны новые механизмы. Хотел бы обратить ваше внимание на ekonomikaya сотрудничество. Yani güney taraftan Avrupa'ya açılan kapımız. Biz onu ülke olarak farklılaştırıyorduk ama kardeş limanı gündem almakta fayda olduğu görüldü sizlerden zaten. С октября прошлого года действует такой грандиозный инфраструктурный проект, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. Эта дорога соединяет Азию с Европой, и таким образом объем грузоперевозок растет и должен расти. Это новый транспортный коридор, новая транспортная артерия. Если учесть, что с транспортной точки зрения это очень благоприятный путь, то я призываю все дружественные страны воспользоваться этой дорогой, в том числе европейские страны, Венгрию, Узбекистан, Кыргызстан. Уже Казахстан, Турция, Азербайджан пользуются этой дорогой. Yani anormal bir güzel hızla devam ettiriyoruz. Halen de durmadık. Durmuyoruz, devam ediyoruz. Diğer bölgelerimizdeki Türk kardeşlerimizin, Türk Cumhuriyetlerimizin de çok daha seri bir şekilde burada. Zaten bu bir ihtiyaçtan doğmuştur. Büyük malum haliniz Türk Konseyi, Türkçe konuşan ülkeler birlikteliği. Bunun bir an evvel neticeye ulaştıracak çalışmalara da imza atacağına yürekten inanıyorum. Район Газим. Открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, являющейся самым близким маршрутом в порт Мерсин, Турции, автомобильный коридор Андиджан-Ош-Кашгар, который начнет действовать в этом году, предоставляют с этой точки зрения особые возможности. Самое главное, Турция является мостом дружбы между братскими странами Средней Азии и... İzimiz var, atalarımızın izleri var. İnşallah bu bir güzel birlikteliği büyük güç haline dönüştürme adına çalışmaları hızlandıracağız. Район Газимагуса – один из 5 районов Турецкой Республики Северного Кипра. Согласно административно-территориальному делению Республики Кипр, территория Газимагусы расположена на части территории района Республики Кипр Фамагуста. Земля песчаных пляжей и романтический город в стиле Левантайн. Восточная прибрежная область залива Фамагуста – это длинный, прекрасный пляж с превосходным окружением и чистыми, безопасными водами для купания и дайвинга. Этот прибрежный город является фантастическим местом для проведения летних отпусков, поскольку сам залив, по сути, место золотых песков. Сегодняшняя Фамагуста или по-турецки Газимагуса – обыкновенный турецкий морской город, имеющий в своем арсенале стандартный набор туристически интересного археологического прошлого разных периодов, в основном венецианского и османского. Правда, есть здесь и своя изюминка мирового масштаба.
огромный заброшенный квартал Вороша, некогда один из фешенебельнейших районов Кипра. Неподалеку расположен старый город, где находится музей под небом, музей архитектуры и древних руин, восстановленный и закрытый для автомобильного движения с 1996 года. Старый город Фамагуста сам по себе музей под открытым небом, который можно исследовать в нежных солнечных лучах, а помимо этого познакомиться с интересными людьми в загадочных кафе. В нескольких минутах пути находится новый процветающий город, который становится популярнее не только среди местных, но и среди посетителей, как предназначенное для отдыха и развлечений место. Это превосходный центр для того, чтобы пойти куда-нибудь поесть во время развлечений и шопинга. Недалеко от Газимагуса находятся римские руины города Салями, рядом с которыми овладевает непреодолимая нужда посетить руины, что тоже относится к культуре Северного Кипра. Город сосредоточен на главной улице, богат историческими памятниками, включая известную башню Ателла и внушительную мечеть Лала Мустафа Паша. Блуждая в спокойствии по его пальмовым авеню, впитывайте его соблазнительно уникальную атмосферу. Стоит посетить мечеть Аккуле, Канблат-Томб в Москве, городские стены Фамагусты, Энкоми, мечеть Лала Мустафа Паша на Миккемаль, Дунджион музеем, замок Метавикла, башня Ателла, руины Саламиса, мечеть Синан-Паша, монастырь святого Барнабаса и иконно-археологический музей, церковь святого Фрэнсиса, латинская церковь святого Георгия. Burası gerçekten çok önemli. Şu anda Gazi Mavusa'da önce katedral olarak yapılmış Aziz Nikolas Kilisesi Osmanlı'nın gelişiyle camiye çevrilmiş Lala Mustafa Paşa Camisi'nin içerisinde. Bu çok önemli bir yer. Вечером для иностранных журналистов организовали небольшой концерт.
аптечный, цветочный, липовый, луговой. Видов и сортов меда в мире очень много. Больше всего меда производят в Китае, но самый дорогой мед производят в Израиле. А что вы еще знаете о нашем кыргызском меде? Мы расскажем вам про этот вкусный и полезный продукт. Кыргызский мед в последние годы завоевывает призовые места на многих международных ярмарках, выставках. Например, в Киеве отечественный мед был признан лучшим среди аналогичной продукции 146 государств. На ярмарках в Турции и Южной Корее он тоже признавался лучшим. Каждый год в Кыргызстане производится 10-12 тысяч тонн меда, причем в каждой области страны собирают его в 2-3 раза в год. Официальный объем экспорта меда составляет 500 тонн в год, но существуют другие каналы через посредников и туристов. Аман Грин Фуд – это производитель меда высочайшего качества. Компания предлагает уникальные сорта меда с исключительным составом нектара высокогорных лекарственных растений, произрастающих в чистейших природных зонах Кыргызстана. Мед от Аман Кёргэс Хани – это букет тысячи горных цветов. Вся продукция Аман Грин Фуд базируется на 3 видах меда – эспарцетовый горный мед от Баши, горный мед Каракулджа, горный мед Токтогул. На основе эспарцетового меда от Баши производится белый крем-мед Тяньшань. Красный крем-мед изготавливается из горного меда Токтогул. Также в ассортименте есть мед Джалабад в натуральных сортах додановского формата. В ближайшее время в ассортимент будет добавлен и мед Иссык-Куль. ОСО «Аман Грин Фуд» создан в 2013 году в Бишкеке. Генеральным директором является Кадыр Алы. Он родился и вырос в КНР, окончил в Китае университет и получил специальность агроном. Увидел, что высокое качество и прекрасный вкус кыргызского меда пользуются большим спросом на международном рынке, его популярность и спрос растут на международной арене все больше и больше. Решил заняться пчеловодством. С помощью друга Каната из Нарына открыл ОСО «Аман Грин Фуд». Мы производим медовые продукции разного сорта из Иссык-Куля, Нарына, Токтогула, Джалабада, Сарчелек, Каракулджи и Өзгөн. Первую свою продукцию экспортировали в Китай. Потом участвовали в разных международных выставках меда, что нам очень помогло. У нас в планах в год 4 раза принимать участие в различных международных выставках. Побывали в Восточной Азии, Арабских Эмиратах, США, Канаде, Европе и других странах. Далее намечаем посетить Саудовскую Аравию, Катар, Японию, Сингапур и Южную Корею. Нашу продукцию сейчас заказывают в Бельгию и в Италию. Основными покупателями являются туристы. Пока объем продукции не очень высокий, более 80 тонн в год, мы можем экспортировать. В будущем наша цель расширяться и увеличивать объем продаж. Кроме этого, мы помогаем пчеловодам, предоставляем им хороший инвентарь и организовываем семинары, проводим тренинги. Потому что качество меда зависит от пчеловодов. Из каждого региона Кыргызстана производят по-своему хороший мед. В зависимости от местности каждый мед обладает особенными качествами. Например, в Атбаше мед белый и мягкий на вкус. Его очень любят женщины и дети. Мед из Токтогула обладает насыщенным вкусом, так как он получается из многих видов цветов, и он очень известен со времен Советского Союза. В общем, в каждом уголке Кыргызстана мед обладает своим определенным вкусом и свойствами. Однако любой мед также обладает и аллергенными свойствами, не так ли? Аллергенами насыщена цветочная пыльца, из которой получается мед, поэтому у некоторых людей на мед может быть аллергическая реакция. Однако не у всех, лишь у малого количества. Людям, у кого имеются проблемы с аллергией, мы советуем остановить свой выбор на атбашинском сорте меда, так как он имеет простой состав и получается из пыльцы лишь одного вида цветов. Ваш совет нашим пчеловодам. Наши пчеловоды для добычи меда используют пыльцу из самых разных цветов, растущих в Кыргызстане. Наша природа позволяет это. Хочу посоветовать всем пчеловодам Кыргызстана производить чистый и высококачественный продукт, ведь этот продукт будет поставляться как на внутренний рынок, так и на внешний. Считаю, что производство качественного меда должно быть главной целью любого пчеловода. Что вы скажете по поводу частого словосочетания «экологически чистый продукт»? В каких случаях продукт считается экологически чистым?
Под названием «экологически чистый продукт» в нашем случае подразумевают биологическое и органическое происхождение меда. Эти составляющие больше связаны не с пчелами и пчеловодами, а с местностью, в которой был получен продукт, ее чистотой и разновидностью цветов, из которых получается пыльца для меда. На настоящий момент у нас есть клиент из Америки, для которого мы сейчас намереваемся получить соответствующий сертификат из организации USD, который будет свидетельствовать о том, что наш мед является экологически чистым продуктом, который добывается из наиболее экологически чистых местностей Кыргызстана. Какие у вас имеются проекты на сегодняшний день? Мы сейчас расширяемся, хотим открыть новый завод и поделить его на две части. Одна часть будет приспособлена под работу наших пчеловодов, там будут созданы все условия и будут установлены виды оборудования для добычи меда. На второй части будут происходить упаковочные работы и подготовка для продажи на экспорт. Этот завод будет находиться на территории СЭС Бишкек. Сейчас у нас есть целый бизнес-план, и для его реализации мы привлекаем несколько банков и другие организации. Помимо этого у нас есть намерение расширить кормовую базу. В Кыргызстане очень много мест, где можно выращивать медоносные растения, и эти места на сегодняшний момент не используются. На них можно рассадить полезные для добычи меда растения, что впоследствии поможет нам увеличить добычу меда. У нас в Кыргызстане люди имеют привычку пить чай с сахаром. Однако мы считаем, что в каждом доме обязательно должен быть натуральный мед. Что вы скажете по этому поводу? Полностью с вами согласен. Это также для нас является очень важным. Мы привыкли к постоянному использованию сахара, что никакой пользы для нашего здоровья не приносит. Так получилось, что в течение долгого времени мы в основном уделяли внимание экспорту этого продукта за границу. Сейчас мы открываем много точек по продаже меда в городе и рекламируем их. Мы хотим, чтобы в будущем в каждом доме на столе обязательно был мед. Чтобы наш мед стал брендом Кыргызстана. Чтобы в каждой семье своим детям с детства прививали вкус меда, чтобы мед стал обязательным продуктом для каждого стола, что, несомненно, будет приносить пользу людям. Насколько мы знаем, ваш мед можно встретить в магазинах и дьюти-фри, расположенных в аэропортах, и они там позиционируются именно как бренд Кыргызстана. Наш мед продается под брендом Kyrgyz Honey в аэропортах и в крупных маркетах. Есть ли на него спрос? Спрос на них, конечно же, есть, особенно когда начинается туристический сезон, также начинается и сезон продаж для нашего меда. Кстати, сезон уже начался. Также хочу отметить, что несколько туристов после покупки нашего меда изъявили желание посетить наш завод и ознакомиться с производством. По их словам, в зарубежных интернет-ресурсах есть мнение, что экология Кыргызстана загрязнена всего лишь на 8%. На 92% экология Кыргызстана чиста. Поэтому мед из нашей страны с такой экологией можно, несомненно, считать экологически чистым, органическим и высококачественным продуктом. Также нас очень радует, что мы были в числе тех, кто был удостоен диплома по номинации «Лучший экспортер Кыргызской Республики», который вручил сам премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Кроме этого, в 2014 году продукция ОСО «Аман Грин Фуд» получил золотую медаль за высокое качество. Наш потенциальный покупатель – это современный платежеспособный житель города, который следит за своим здоровьем, занимается спортом и выбирает здоровое питание. Основным целевым рынком нашей компании является экспорт в Китай, Японию, Корею, страны Персидского залива и ЕАЭС. Эти рынки обладают большой конкурентной способностью и широким диапазоном предложений. Основным уникальным отличием нашей продукции является то, что это горный мед и состоит из лекарственных трав, которые в большинстве своем прорастают только в горах. Позиционирование нашей продукции направлено на то, что мед – это букет тысячи горных цветов. В природе белый мед встречается не так часто, потому что это монофлорные виды меда, то есть собранные преимущественно с одного вида растений. Чтобы получить такой продукт, нужно либо найти посевы соответствующих сельскохозяйственных культур – эспарцет, донник, рапс, хлопчатник, либо найти такие медоносы в природе в виде дикорастущих растений, однако стоит напомнить, что монофлорный мед встречается редко, а примесь зачастую только улучшает его вкусовые качества. Запах, вкус и консистенция меда белого цвета во многом определяется тем, с какого растения собирали нектар пчелы. Место сбора – Тянь-Шанские горы, Атбашинский регион.
Сотовый мед. Этот продукт полностью стерилен. Соты делают сами пчелы из воска. Нектар невозможно подделать, его невозможно перемешать с чем-либо другим. Сотовый мед – это стопроцентный природный продукт, которого не касалась рука человека, и мед должен иметь сплошную печатку. Все ячейки запечатаны восковыми крышечками сплошь. Белого или светло-желтого цвета должна быть не только печатка меда, но и, собственно, соты. Меня зовут Бакирова Каныкей. Я работаю в компании Aman Green Food. Я занимаюсь дизайном и маркетингом компании. Это у нас категория B в стеклянных тарах. Здесь у нас получается линейка Бал Плюс. Здесь натуральный мед и фруктово-ягодные ингредиенты. Здесь у нас в линейке есть шоколадный мед, крем с клубникой, крем-мед с персиком, мед с лимоном, крем-мед с смородиной, а также есть у нас крем-мед с малиной. А также у нас есть линейка Балазык. Это мед с добавлением орехов, то есть орехи в меду. Специально разработанная упаковка привлекает внимание клиентов своей тематичностью, яркими цветами и удобством в использовании. В ассортименте есть у нас грецкий орех в меду, кешью в меду, сушеный инжир в меду, миндаль в меду, фисташки в меду, арахис в меду, семена подсолнуха в меду, ореховый микс. У нас также есть линия для внутреннего рынка. Это мед в пластиковой таре. Получается, здесь цена идет народная, так как это пластик, он дешевле, и он делится на 3 вида. Это Атбаши, крем-мед белый, также есть Токтогул, горный мед, и Каракульдинский, горный мед. Эти виды, они все натуральные и лечебные. Белый крем-мед, он антиаллергенный, можно детям давать, и людям с аллергией, как бы здесь меньше аллергенных. Также красный мед, он очень полезный, это горный мед. В этих видах меда очень часто встречаются такие травы, как шалфей, зверобой, очень много горных наших трав, те травы, которые растут только у нас в горах. Также каракульдинский мед, он славится тем, что он идет с буферной зоны. Буферная зона подразумевает то, что там нету заводов. Автотрасса находится очень далеко, и там очень экологически чистый мед производится. Какой у меда будет вкус и запах, зависит от растений, из которых пчелы собирали пыльцу и нектар. Мед в сотах имеет жидкую консистенцию. Медовые соты – это прекрасное средство лечения заболеваний дыхательной системы, а также народная медицина утверждает, что люди, потреблявшие сотовый мед до 16-летнего возраста, редко простужаются. У них редко бывает сенная лихорадка, другие заболевания, полости носа. Мед обладает укрепляющим иммунитет действием. Регулярное употребление меда нормализует работу кишечника и желудка. Сотовый мед имеет ранозаживляющие, антисептические и анальгетические свойства. Наиболее важным и благотворным компонентом сотового меда является прополис. Можно съедать их целиком, рекомендуется с черным хлебом или жевать, высасывая мед, а воск через некоторое время можно выплюнуть. Мед помогает выводить алкоголь из организма, так что во время похмелья неплохо может помочь обычный бутерброд с медом. Раньше жители жарких стран использовали мед в качестве холодильника. Этот продукт не позволял портиться мясу, тушку обмазывали медом и закапывали в землю. Мед способствует скорейшему заживлению мелких царапин, трещин, порезов и ожогов. Для излечения наносите мед на больное место 2 раза в день. Балды içip turgan kişinin денсаулыгындагы бардыгы тазаланат да.
При поддержке посольства Турции в Кыргызстане турецкое агентство по сотрудничеству и координации организовало ифтарную программу в центральной мечети имени имама Серахси, символизирующей дружбу Турции и Кыргызстана, которая была открыта 9 месяцев назад в столице Кыргызстана, Бишкеке, при участии президентов Реджепа Таyyипа Эрдогана и Сооронбая Джейнбекова. С наступлением времени разговения участники ифтара совершили коллективный ахшам-намаз под руководством муфтия республики Максатбека Токтумушева. В ифтаре приняли участие руководитель Конституционной палаты Кыргызстана Эркинбек Мамыров, председатель межпарламентской группы дружбы Кыргызстан-Турция Алмазбек Батырбеков, депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, заместитель посла Турции в Бишкеке Екта Камиль Ноян, программный координатор ТИКа в Бишкеке Али Муслу, советник по религии посольства Турции в Бишкеке Шемсеттин Унал, председатель комитета религии Кыргызстана Заирбек Ергешев, муфтий Кыргызстана Максатбек Токтумушев, представители турков Ахыскы, председатель Ассоциации выпускников Турции Эркинбек Джуроев, турецкие бизнесмены, ученые и многие студенты, а также граждане, около 1500 человек. Координатор программы ТИКа в Бишкеке Али Муслу сказал, что он очень рад организовывать ифтар в этой прекрасной мечети в Бишкеке, и месяц Рамазан также дал возможность помогать нуждающимся и делать ифтары вместе. В своем интервью для программы Мосдружбы депутат Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков сказал: «В этой прекрасной центральной мечети, символизирующей дружбу Турции и Кыргызстана, я впервые. В месяц Рамазан мы должны совершать благие дела и избегать всего порицаемого. У ифтара много целей. Сегодня за одним дастарконом собрались тысячи людей разного достатка, социального статуса, вероисповедания и национальности. Также вижу здесь очень много молодых. Радует, что молодое поколение поддерживают и соблюдают свои религиозные традиции, обычаи. Мы ели одну и ту же пищу, общались и радовались встрече. Это не только ритуал, это была возможность увидеться и поздравить друг друга со священным месяцем Рамазан. Спасибо турецкому государству, что всегда рядом и вместе с кыргызскими братьями. И в культуре, и в политике Кыргызстану и Турции, кыргызам и туркам необходимо сохранять единство. Нам нечего делить. Нас объединяет вера, история, язык, культура и общее будущее. Ифтар – очень важное мероприятие. Прежде всего, это очень сильный инструмент для объединения наших сердец. Пусть труды и старания тюркским братьям сегодня воздадутся благом. Musulmandın atın camınıp argандай jaman işlerge barganda namus bolsun derler. Çok rahmat. Sizlerge de rahmat. Türkiye'ye, Kırgızistan'a, herkese selam olsun. Из Бишкека всех мусульман приветствую и поздравляю со священным месяцем Рамазан. Желаю, чтобы вам сопутствовало счастье, и вы провели священный месяц Рамазан со своими близкими в здоровье и спокойствии. Пусть в этот месяц ваши молитвы будут приняты. Пусть этот месяц будет счастливым для всего человечества и в дальнейшем принесет вам укрепление веры и духа. Пусть очистится ваша душа и тело от всего ненужного. Здоровья, исполнения желаний, достатка, новых возможностей и перспективных идей. Не останавливайтесь на достигнутом, верьте в лучшее, идите к своей цели. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Совсем недавно в Бишкеке возле республиканской мечети имама Серахси по улице Джибекджулу 262А открыт небольшой дом кебаба турецкой кухни. Здесь основная анатолийская кухня. Очень разнообразное меню. Шиш-кебабы, Адана, Урфа, Искандер, Дönер, Лахмаджун, пиде, супы, медовая баклава и холодный душистый айран. Все рецепты турецкой кухни своими корнями уходят в далекое историческое прошлое. Всевозможные кебабы, мучные изделия, преимущественно мясные блюда на мангале. Блюда очень вкусные и в то же время относятся к группе здоровой пищи. Kebapkhana, kebap evi olarak olmasını uygun gördük. У меня в Кыргызстане своя строительная компания.
Осваивать сферу общепита мы с семьей начали от любви к турецкой кухне. Это мое хобби. Несмотря на то, что помещение маленькое, посетителей достаточно, рассказывает Абиде Ким. Наш шеф-повар родом из Османье, Турции. К слову, в 81 области Турции готовят почти 2500 различных блюд и напитков. Турция – очень вкусная страна. Частичку вкуса Турции можете смело найти и у нас в Бишкеке, в уютном месте Кубаб-Кане. Несомненно, здесь кухня и разнообразна, и очень полезна. Ждем вас в ифтаре и сухуре. Приятного аппетита! Burada bir şark kebap salonu, bir Anadolu mutfağının küçük bir şubesi var. Hepinizi misafirimiz olarak buraya bekliyoruz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın. رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان Amin. Kısmeneli bana şu ömrün uzun olsun, den sağlığın çing olsun, bala çakan menen önü olsun, baktılı olup bana oroza ayda iftar verip jatasın tuğan uruktarga iftarın kabul olsun. Daim mana şunday ıntımakta olup, birge turaylık, dasturxonun açık olsun. Daim şunday jakşılık işlerde oğla, birin bilen birin ıntımakta olup, jakşı işlep, jakşı jürüp, jakşı durup, Allah Taala özü mana bir Ramazan ayda şunday jakşılık günlerge jetkizgeniga bardığımız, razımız, işinlerge razımız, maksatına da Allah Taala özü versin. Amin. Allahu Ekber. Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.